развалилась, просто со временем исчезла. А некоторое время остров стоял просто пустой. В венецианские времена здесь были только такие летние какие-то временные здания для купания. А еще раньше, в 15 веке, сюда пришли монахи-бенедиктинцы. Но со временем этот монашеский ордер католический был упразднен, и в конце 15 века один из франкопанов, Иван VII, он обратился к папе римскому, чтобы отдать кашлюм францисканцам, и получил специальную буллу, разрешение от папы римского поселить здесь францисканцев. С тех пор на этом острове живут, никто не проживает из граждан, только монахи. Вот такой уголок духовности, молитвы, тихий уголок тишины в окружении современного мира. Монахи-францисканцы очень популярны в Хорватии, они называют себя малыми братьями, их девиз «Мир и добро». С правой стороны вот такая очень интересная церковь каменная, посмотрите, пример народной архитектуры, 13 век. Церковь носит имя святого Дуи или Доната. Ну, вернемся к францисканцам. Они считают, что к каждому человеку нужно относиться с особым вниманием, потому что каждый человек, даже самый презренный по нашим понятиям, он создан по Божьей подобию. Очень скромные, очень образованные люди, большие миссионеры, очень хорошо работают с молодежью, ездят по всему миру. И здесь постоянно, в этом монастыре, живет всего 5 монахов. А так, конечно, население меняется, количество, потому что приезжают, уезжают, проходят разные семинары. И этот монастырь, он подчиняется большему монастырю святого Иеронима, который находится в городе Задар на юге, в Далмации. Есть легенда, как возник вот этот островок. Значит, по легенде, это все когда-то была суша, вот эта бухта, плодородные земли. Их обрабатывали 2 брата. Они вместе трудились на земле и делили потом урожай. Но один из братьев был слепой, и когда делили урожай, зрячий брат всегда обманывал слепца. Когда случайно был раскрыт обман, слепой брат очень обиделся, разозлился и попросил небеса наказать неверного брата. Бог послал большую воду, и затопили все земли плодородные, которые обрабатывали братья. Остался кусочек земли.